вся основная техника будет там, камеры спрятаны в этих порталах, и фактически они будут смотреть ровно на трибуну, ровно на гостей. На телеканале «Крым-24» готовятся к вечернему ток-шоу. Осветители и декораторы в работе. Помимо этого павильона есть еще 3 для записи своих программ. Новостная студия, студия для интервью и так называемая «зеленка», благодаря которой ведущий может оказаться где угодно. Магия монтажа. Почему я ее называю бесконечной комнатой иногда? Потому что если подойти сюда, на хвост и посмотреть прямо, мы скруглили углы, чтобы не было резких теней. У них свое круглосуточное вещание, а в штате почти 500 человек. Крым-24 – крупнейшее телевизионное предприятие полуострова. А это уже телеканал «Милет». Довольно молодой. Начал свое вещание в 2015 году. Все программы, кроме новостей, пишутся в одном павильоне. Журналисты его называют «трансформер». С таким подходом мы готовились, чтобы вот как можно было писать больше проектов и было зрителю интересно, чтобы вот картинка не приедалась. Поэтому мы на самом деле здесь можем любой цвет включить, на экран вывести любую картинку, ну, достаточно удобно. Включив телеканал «Милет», можно увидеть передачу о жизни крымских татар, их обычаях, культуре и истории, узнать информацию о происходящих в республике событиях. 70% эфира – это программы на крымско-татарском языке. Переводят даже фильмы и мультики. Дефицита кадров нет. Взаимодействуем с вузами, студенты у нас, и, к счастью, ребята, так оно как-то природным путем так складывается, что ребята в семьях своих общаются и приходят к нам. У нас преимущественно есть не крымские татары, но 95% сотрудников крымские татары, поэтому они знают родной язык, и поэтому остро так проблема у нас такая не стоит. В Крыму живет и развивается и печатная периодика. Газета «Слово города» отмечает в следующем году 35 лет. Она выходит дважды в неделю на 8 полосах. Подписываются на издание трудовые коллективы, ветераны города и молодежь. По сути дела, город маленький, но он живет очень насыщенной жизнью. Вот если даже обернуться на 10 лет назад, в городе настолько все поменялось, у нас появилась великолепная набережная. У нас произошла реконструкция хранителя нашего известного лечебного озера Крымской ГГРС. У нас реконструируются дворы, реконструируются парки. То есть жизнь кипит ключом, естественно, мы стараемся успеть за всеми этими событиями. Особенно востребована среди читателей рубрика «Клуб краеведов» про историю курорта. А санаторий «Северное сияние», принадлежащий Коме, то и дело появляется в разделе с отзывами. Женщина из Ухты приехала с 2 маленькими детьми. Она впервые приехала одна без мужа, оставив младшего ребенка дома, была счастлива. Когда попала в столовую и сказала: «Это для меня рай», я отошла от кухни. И очень сначала переживала, когда ехала, она боялась здесь нашу обстановку, но потом убедилась, что все нормально. В общем, отдых прошел замечательно, она вернулась и написала хороший комментарий о санатории в целом. К слову, среди постоянных посетителей здравницы не только жители Коми, но и Крыма и других регионов России. Потому что наслышаны о высокой квалификации врачей, удобном расположении, и на этом плюсы не заканчиваются. Я своих внуков вожу не по путевкам, а на лечение. Летом именно в санаторий «Северное сияние». Почему? Все по времени, все расписано. И купаемся на море, потом на процедуры, потом едем домой. Хотя у нас много здравниц. Он может быть не такой большой, огромный, но очень компактный и какая-то там семейная атмосфера. Это очень нравится. В газете «Слово города» пишут про врачей-здравницы, про постоянных гостей, об акциях. Рассказывали местные журналисты и про тотальную модернизацию. Санаторий за последние несколько лет сильно преобразился. Анна Зубарева, Артем Соколов, телеканал «Юрган», Республика Крым.